Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень са студыі Еўрарадыё ў Варшаве, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну, найперш, відаць, у Беларусі, але і тое, што на межах і за межамі таксама абмяркуем. У нас у студыі каардынатарка Народнага антыкрызіснага ўправлення і заснавальніца некамерцыйнай арганізацыі «Сумленныя людзі» Алена Жываглот. Добрый дзень, спадарыня Алена. Добрый день. Дзякуй, што дашлі до нас, до нашай студыі. Тым не менш, мы з вами запланавалі размову пра рэферэндум по Канстытуцыі, усе гэтыя нюансы, і на фоне таго, што адбываецца зараз у Беларусі на межах, то есть да чаго прыцягнута ўвага усяго свету, узнікае лагічнае пытанне. Зараз я подозраю, што пасыпяцца каментары на гэтую тэму, што паглядзіце, што робіцца на мяжы, што робіцца ў краіне з-за гэтых мігрантаў. Асноўная зараз спрэчка по тым, як вот все-таки шкадаваць ці не шкадаваць гэтых людзей. А вы со сваім рэферэндумам. Так вось, ці час зараз звяртацца до гэтай тэмы? Звертаться до темы референдума, мне кажется, это не противоречит тому, что нужно реагировать на проблему на границе, и эта проблема не новая, сейчас она обострилась. Нужно ли готовиться к кампании референдума и говорить с белорусами на эту тему? Нужно. Исключает ли это все действия, которые мы предпринимаем по проблеме мигрантов на границе? Не исключает. Вот, к сожалению, нужно заниматься и тем, и другим. Чекайте, вы сказали, сейчас... мы предпринимаем. Мы, это вы маете на увазе кого? Народное антикризисное управление, все демократические силы. То есть понятно, что мы пытаемся притянуть внимание сейчас и разрешать эту ситуацию на границе при помощи западных партнеров, и мы обращаем внимание на эту проблему и ждем реагирования. То есть мы видим всю дискуссию. Можем ли мы сами лично что-то сделать? Вось вариант вырашэння гэтай праблемы. Как должны отреагировать страны? Да, ну вось вы ж НАУ прапановвае, як вы кажаце, заходнім партнёрам. Якія прапановы? Вот як Народное антыкрызіснае ўправленне бачыць гэтую ситуацию, вырашэнне яе? Один из вариантов, о чем мы говорим, о том, что можно приостановить или нужно приостановить транзит, так, чтобы показать Лукашенко, что это недопустимое вообще происходящее на границе. Мы понимаем, что это манипуляция Лукашенко с одной стороны, что он проворачивает, да, манипулируя ситуацией вот этой с западными партнерами, с другой стороны, с Россией. Мы услышали высказывание Пескова на этот счет, да, и кажется, что есть шанс утихомирить Лукашенко в его этих планах. Как, на мой взгляд, можно было бы ставить на место, скажем так, да, или управлять этой ситуацией, затруднить движение через границу, так, чтобы Лукашенко почувствовал ущерб от своих действий. Вот, для грузового транспорта. И тут сразу вспоминается наша акция на границе, и сейчас она как бы как никогда актуальна, наверное, да, блокировать движение, вот, транзит через границы. Об этом говорит не только НАУ, мы видим, да, и все демсилы, по сути, говорят об этом. Как произойдет, сейчас не знаю, нет ответов, да, будет такие меры предприняты, либо нет. Ну, а ввогуле, якая реакция? Я уже выбачаюся, что до вас звяртаюся з гэтымі пытаннямі. На жаль, не атрымалася там разом з вами, скажем, того ж самого Павла Латушку прыцягнуць эфир. Я думаю, что яшчэ паговорым, але паколькі вот вы працуеце, вы координатор, якая реакция заходніх партнёраў? Я да чаго это пытаюся. Зараз у соцсетках вельмі актыўнае такое абмеркаванне ідзе наконт того, что вось заходнія палітыкі, заходнія краіны бяззубыя, яны не могуць адрэагаваць, яны не могуць даць по зубам, там ці яшчэ что-нибудь вот такое. И вот якая реакция вам бачыцца? Сейчас вот этот вопрос завис, у нас нет ответов, что мы сделаем так и так. На все наши предложения мы ждем реагирования, что будет происходить, поэтому я не ручаюсь и не буду говорить, да, о том, что да, мы получили ответ, и вот такие-то действия будут предприняты. Мы ждем. На мой взгляд, довольно обоснованно реагирование и наше, и вообще всех белорусов на то, что беззубо, лояльно, мягко реагируют западные партнеры. Наверное, не ожидали, что до такой степени дойдет Лукашенко, до таких действий. Вот, поэтому, да, мы ждем решительных действий. Наша риторика каждый раз, вы, наверное, слышите, от Павла Павловича тоже это. Нужно повышать градус, нужно действовать решительно. Нестандартная ситуация не может решаться стандартными путями, и мы видим эту нестандартную ситуацию. Сейчас мы тоже ожидаем. Но, с другой стороны, я понимаю, что это тоже нестандартный вопрос, выработать решение по которому быстро сложно, наверное. Поэтому
да, все мы замерли. Чем мы сейчас занимаемся? Мы вынесли свои предложения, и по большому счету, да, мы приковываем внимание всего мира к этой проблеме, потому что эта проблема становится уже не только белорусской, это становится территориальной проблемой, да, и Лукашенко наносит урон, вред и залазит на территорию дальше, чем Беларусь. Поэтому... Ну, может быть, такая плохая формулировка, да, но вот этот случай помогает обратить внимание на проблему внутри Беларуси, да, когда Лукашенко подобрался к границам. Вот, поэтому, да, сейчас обсуждение, вот, наверное, прошлый кейс ужасный был с Протасевичем, сейчас это мигранты на границе. То есть с какой стороны... Ryanair-2 такие. Ryanair-2, то, с какой стороны звучит Беларусь во всей повестке плохо, но с другой стороны, это обращает внимание на весь абсурд, который происходит и внутри страны. Вот. Алена, а ці задумываецца НАУ на некалькі крокаў наперад? Я маю на увазе вот стратэгічнае мысленне. Да прыкладу, вы зараз звяртаецеся да палітыкаў, каб яны ўсё ж таки больш жорстка рэагавалі на ўсю гэтую сітуацыю. Да вас прыслухоўваюцца. Еўросаюз пачынае больш жорстка рэагаваць, там спыняе там грузаперевозкі, там ці яшчэ што, ну, жорсткая рэакцыя. Але мы ж все выдатна разумеем, што усе гэтыя мігранты для Лукашэнкі гэта пушачнае мяса. Яго была задача прывесці іх на мяжу і стварыць тое, што ён створыць. Вот зараз сітуацыя зменіцца ў тым сэнсе, што жорсткая рэакцыя Еўросаюза. Ён што, думаеце, вот верне іх у Мінск, там, да прыкладу, расселіць па гатэлях ці выправіць назад? У меня вот великие сомневы. Вы идете к тому, что быть с этими людьми. Да, насколько вот гуманно мы поступаем. Вот, заходние политики прислухиваются до вас. Ну, есть же такое, как бы, стратегичное мысление. Вот первый, другой, третий крок. А другой крок, вот что, до какие что произойдет с людьми на границе? Да. Если мы перекрываем, например, да, допустим, одно из решений, перекроем грузоперевозки, так, чтобы Лукашенко понял, что он услышан, и реальными действиями отреагировала Европа. Люди не обязаны стоять на границе. Почему? Это же не означает, что, надеюсь, да, что не доходит до стрельбы и до военных действий на границе. Гуманно ли мы действуем? Гуманно, на мой взгляд. Почему нет? Что происходит с этими людьми на границе, когда это решение уже там Польши в данном случае, да, или там других стран, если где еще развернется это все? Должны ли мы сейчас предложить план или требовать от европейских стран, как быть с мигрантами сейчас? Мы можем высказывать свои предложения. Это решение уже западных стран, что они делают с мигрантами на границе и как это произошло. Я не думаю, что вообще сейчас идет дискуссия о людях не потому, что они не важны, а потому что не вокруг людей конкретных в палаточном лагере идет разговор. Они инструмент в руках Лукашенко, к сожалению. Так оказалось, так получилось. А что нужно сделать с этими людьми? Принять их на какой-то стороне. То, что они находятся на границе, это не норма. Не норма. В любом случае лучший вариант либо вернуть их в Ирак, либо оставить их, куда они едут, в Польшу. И это уже решение внутренняя политика Польши в данном случае. Ну, то есть мне не до конца понятно, почему мы разворачиваем дискуссию, типа, что будет с этими людьми, да? Люди останутся людьми, они имели намерение ехать в эту страну, и тут уже решение этой страны, допустить либо нет. Всем понятно, что это абсурдная ситуация. Когда мы говорим о реагировании на действия Лукашенко действиями со стороны Европы, мы не говорим о том, что наказать этих людей за то, как они посмели участвовать в плане Лукашенко. Абсолютно нет. То есть это же уже политические вопросы, а не о том, как поступить с людьми. Конечно, мы смотрим, и там меня лично тревожит то, как мы формируем отношение к мигрантам, к сожалению, наверное, ни в чем не виновных людей на самом деле. Когда мы смотрим эти видео, эти пускают дым в глаза этим детям, и все это выглядит ужасно на самом деле. И это обычные люди. Я понимаю и вопрос, который становится с другой стороны, да, как приезжают мигранты и там на территории Беларуси, мы видим эти бесконечные видео, как люди враждебно к ним настроены. Да, к сожалению, так происходит. И мне понятно, почему так реагируют люди. Нормально это? Нет, не нормально. И мы кричим об этом, что Лукашенко запускает язык вражды, даже внутри Беларуси. Я понимаю, почему белорусы так относятся к мигрантам, которые находятся на территории Беларуси, да, какой-то промежуток времени, и потом прививают. Ну, кто в этом виноват? Ну, мне кажется, это абсолютно не популизм, это реальная правда. Лукашенко провоцирует такое отношение к иностранцам. Ну да, сапраўды то і можна зразумець беларусаў, калі прыязджаюць людзі.
і Да. ніякім чынам не спрабуюць сябе паводзіць у адпаведнасці з нормамі прынятымі ў гэтай краіне. То есть вот как бы калі прыходзіць да цябе ў госці чалавек і пачынае рабіць так, як ён робіць у сябе дома, хай сабе дома робіць, але тут, выбачайце мяне, как бы, ну, любому непрыемна будзе. Согласна, ну и все равно это, наверное, тоже такой осадок остается у белорусов, как это происходит, да, то есть, условно, если бы, наверное, приезжали поляки и вели бы себя так же дерзко, но это было бы не политическим движением и не такой наплыв, то, наверное, и белорусы бы реагировали мягче на все это. Все ж таки зразумела, что асноўная мэта ўсёй гэтай сітуацыі как бы дамагчыся, ну можа прымусіць еўрапейцаў сесці за стол перамоваў з Лукашэнкам, такім чынам легалізаваўшы яго фактычна. Але ці не падаецца вам, что ёсць у гэтай ўсёй сітуацыі некалькі мэтаў, можа быць там яны можа прадумваліся, можа не прадумваліся, але так яно склалася, што адцягваецца увага ад унутрыпалітычных актуальных праблемаў іншых, якія ёсць у саміх беларусаў. Оттягивается внимание кем? Лукашенко? Да, ну вот з тымі, хто стварыў всю эту сітуацыю. Ну, я, наверное... То есть навошта зараз гаварыць там, я не ведаю, там можна по-рознаму ставіцца да аб'яўленага дэлеўскам страйку, але навошта зараз гаварыць пра страйк, навошта гаварыць пра колькасць палітвязняў, пра умовы іх утрымання, тым больш пра нейкі там рэферэндум, калі вот зараз вот ёсць вот гэта. Ну, смотрите, наша задача, наших политических штабов или гражданских инициатив, которые пытаются теми инструментами, которые у нас есть, помогать ситуации внутри Беларуси, да, привлекая внимание всего мира, принуждая Лукашенко к действиям, да, потому что по большому счету мы выбрали для себя стратегию или осознали, что Лукашенко можно только принудить уйти с трона, с поста своего. И в этом случае речь не идет о том, что мы сейчас говорим только о мигрантах, и это тоже важный кейс. И на примере кейса с Ryanair мы, если посмотреть, да, наш опыт уже как минимум 2020-2021 годов, то мы же не говорим о том, что, например, введите санкции, или там секторальные санкции были введены, да, где кейс Ryanair нам помог обратить внимание на эту проблему. Поэтому, когда сейчас мы говорим о проблеме с мигрантами, наша задача в том числе говорить о всей ситуации в Беларуси. Да, получается, ну вот такой, может быть, не знаю, сколько там корректно, да, говорить, такой случай привлекает внимание, эта ситуация привлекает внимание, но все проблемы остальные не растворяются. Мы о них говорим, и мы пытаемся... Вы говорите, а белорусы чуюць, я до этого вяду на фоне вот гэтых усіх праблемаў. Ну, что значит белорусы слышат? Белорусы слышат, да. Наверное, те, кто не согласен с действующей властью, кто находится внутри страны и чувствует себя там в плену и в страхе ощущает, да, слышат. Что могут делать белорусы сейчас, когда повально всех арестовывают, наказывают за каждый комментарий, каждый в силу своей смелости, радикальности, открытости или там чего-то еще. Что можно говорить о страйке, о забастовке Дылевского? Оттянул внимание Лукашенко от страйка? Ну, наверное, привлек внимание сейчас, да, к границе, тем самым оттянув внимание страйка. Но чье? Бастующих? Не думаю, что белорусы внутри страны ощутили, вот все сфокусировались на проблеме мигрантов, теперь мы живем спокойно. Абсолютно же нет. То есть мне эта логика не до конца понятна. Чье внимание? Западных партнеров? Да, действительно, этот кейс привлек большее внимание. Перестали ли мы говорить о белорусах внутри страны? Нет, не перестали. Это как раз-таки наша возможность при этом громком кейсе говорить о том, что происходит внутри страны. То есть это уже, не знаю, финальная капля, это громкий случай, обращающий на себя внимание, при помощи которого мы имеем возможность жестче достучаться и там выдвинуть свои предложения. Белорусы внутри страны остаются белорусами внутри страны. Кто-то страйкующими, кто-то готовящимися к забастовке. Или к референдуму, или к чему-то еще. Кто-то вывешивающий белые листики. То есть ситуация-то от этого внутри страны, к сожалению, пока не меняется. Вот. Ну да, может быть, нават меняется у, ну скажем так, может быть, слово ў горшы бок не зусім правільнае, але шмат кому нават падзеі гэта паўтарых гадоў не адкрылі вочы на тое, што сябе ўяўляе беларускі рэжым. Да. Вось такім чынам яны ўсё ж таки, можа быць, змянілі сваё стаўленне. Але давайте тады я з іншага боку зайду. Вось буквально
там больш крыху тыдня таму у мяне в эфіры быў Франак Вячорка, там з іншымі прадстаўнікамі апанентаў беларускага рэжыма мы размаўлялі і калі краналі тэму удзелу ці фармату удзелу беларускага грамадства, там апазіцыі у будучым рэферэндуме, усе казалі, што ну пакуль агульнага такога бачання мы не распрацавалі. Мы думаем над гэтым. Уже распрацавалі, уже ёсць чымось? Уже распрацавалі, но не все говорят явно, да, у нас есть эта позиция, мы не говорим о детальном алгоритме действий на участке, но эта позиция есть, слава богу. Чакайте, давайте я удакладню. Гэта позиция НАУ ці гэта позиция агульная усіх? Это позиция тройки гражданских инициатив, честные люди, Зубр и Голос, те, которые были вот в электоральной кампании, президентские выборы 2020. И эта позиция поддерживается уже и в активной работе, взаимодействии. Мы находимся с офисом Светланы Тихановской, с Народным антикризисным управлением. И вот думаю, что к нам присоединяется координационный совет. Вот здесь пока там знак вопроса, да, насколько всецело поддерживается. То есть пакуль яшчэ рано говорить про то, что распрацаваны агульный план. Ну, то есть не подписаліся под гэтым планам, нават калі мы зараз не агучваем нюансы под агульным планом. Офис Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление, Зубр, Голос, честные люди подписались. Ага, ну потому что почали вы тут за Зубр, Голос, честные люди, а зараз оказывается и штаб, и НАУ. Да, да. Ну то есть в принципе основные гульцы. Все так. И я этому бесконечно рада, что мы имеем общую позицию. Мне кажется, это критично, прежде чем выйти к белорусам с каким-то предложением нашего видения и помощи, да, там, плана, которого запрашивают, и люди спрашивают, что вы предлагаете, что критично объединиться нам внутри, иметь общую взвешенную позицию, и она есть. Добра, двумя словами вы можете сказать гэтую позицию, потому что основное, что пытаются люди, калі заводится тэма формату удзела там ці стаўлення да рэферэндуму, гэта задаюць пытанне: так ісці ці не ісці, удзел ці не удзел, байкот ці там пратэснае галасаванне ці што? Вот. Первый тезис. Референдум — это обман и преступление. Именно так мы хотим, чтобы белорусы относились к этому действию и ни в коем случае не думали о том, что мы имеем некую иллюзию, что Лукашенко действительно собирается проводить конституционную реформу. Нет, это не так. Это преступление, обман, это проволочки Лукашенко. Что мы предлагаем? Мы предлагаем приходить на участки, да, еще раз акцентирую внимание, и выражать свое несогласие с режимом Лукашенко. Как выражать в буквальном смысле, что мы делаем с этим бюллетенем? Это точно не голосование, не участие, не принятие, потому что референдум нелегитимен, Лукашенко нелегитимен, поэтому можно, наверное, назвать это протестным голосованием. И какой алгоритм действий, мы проговорим его, да, что мы делаем с этими бюллетенями и что дальше происходит. Но это точно приходить на участки. Мы призываем к активному действию. Мы призываем не бойкотировать, не сидеть дома. И у этого много аргументов, несмотря на то, что мы видим много сторонников бойкота. Вот эта позиция объединенных, скажем, демократических сил, тех структур, команд, которые я обозначила, позиция заключается в том, чтобы не признавать референдум как действие, как референдум, и приходить на участки, чтобы обозначить свое несогласие с тем, что делает Лукашенко, с режимом Лукашенко и со всеми его планами. Давайте тады перш чым мы пройдзем, ну калі конечно про это уже можна гаварыць, вот вы сказали там, что робім з бюллетенями, але вот до гэтага вот такое галасаванне, актыўны удзел мы гэта праходзілі у жніўні 2020 года, актыўна людзі пайшлі. Что потым нам, якія лічбы выдала Ярмошина? Фальсифицированные. Все так. Я думаю, что в этом году будут тоже фальсификации. У нас нет какой-то наивности о том, что сейчас все будет посчитано правильно и корректно. Мы говорим о том, что приходить и демонстрировать, не соглашаться с тем, что происходит внутри страны, с тем, что Лукашенко до сих пор у власти и вся его свита до сих пор у власти, вот это возможность каждого белоруса. Мы на это отвечаем продуманной позицией, как мы видим
общую позицию для всех белорусов, да, что мы предлагаем делать. Использовать эту возможность выразить свое несогласие, да, можно, наверное, так разворачивать, да, это возможность выразить свое несогласие с тем, что происходит в Беларуси сейчас, или не использовать. Выбор каждого, безусловно. Если можно говорить таким языком, да, предложение, либо рекомендация, либо видение стратегическое и там тактическое в данном случае, вот оно такое. Мы видели в 2020 году, что произошло, и увидел весь мир, что произошло, и это доставило много неприятностей Лукашенко. И началось то, что началось. Началась двигаться эта стена. Происходит динамичнее, развивается ситуация сейчас, чем могла бы. Что мы могли сделать? Мы могли не выходить на участки. 2020 год, я называю это немножко манипуляцией, популизмом таким, когда мы прибегаем к примеру 2020 года, потому что выборы президентские несоизмеримы с референдумом сейчас, да, но мы даже внутри обозначаем, что это, наверное, второе по значимости событие, когда это республиканская кампания, когда каждый имеет возможность перейти на участок, и Лукашенко не может этого запретить. Это отчасти будет его задача — обеспечивать явку, но явку обеспечивать сторонниками режима Лукашенко. И он боится этой протеста явки, этого прихода на участки белорусов, не согласных с режимом. Поэтому мы говорим о том, чтобы те, кто не согласен, те, кто имеет потребность, не знаю, чувствует гражданский долг, возможно, кто просто не готов молча стоять в стороне, приходить на участки и выражать свое несогласие. Алена, але глядзіце, калі можа быць яно і як это маніпулятыўна, ну недарэмна ж колькі гадоў таму адзін былы ўжо прэс-сакратар МЗС назваў мяне маніпулятыўным журналістам, таму я буду ўжо адпавядаць. Ўсё ж таки, калі ў 2020 годзе мы прынамсі адзін аднаго могли распазнаць там по белых стужачках там на руцэ, там по бел-чырвона-белых павязачках, там ці яшчэ па чым, мы гэтага не хавалі. Ну тады ж не бітыя яшчэ былі, так бы мовіць. І мы маглі прынамсі для сябе вызначыць вот так вот візуальна, колькі нас прыхільнікаў пераменаў, то зараз за белую стужачку як мінімум 15 сутак, а то і экстрэміст. Такім чынам візуалізаваць сябе мы ніякім чынам не зможам. Пойдуць такія вось натоўпы, скажем так, людзей праявіць сваю нязгоду з гэтым, але іх не вызначыш візуальна. І потом журналіст-ардэнаносец раскажа нам: паглядзіце, колькі вось тых, хто падтрымлівае Конституцию по-лукашенковски, пришли на участки. Мы предложим инструменты, мы работаем сейчас над платформой с голосом, привычный уже, наверное, инструмент для многих белорусов, о том, чтобы в онлайне подтверждать. Да, визуально картинка сейчас вряд ли будет с БЧБ-флагами, и все люди в белом, потому что это риски дополнительные. Я не исключаю, что многие люди так и придут на участки. Тем не менее, у нас нет такого призыва надевать белые ленты сейчас. То, о чем вы говорите, все правильно, да, это дополнительные риски. Вот тот алгоритм действий, который мы предложим, и это странно, что мы, да, возможно, так и не проговариваем сейчас вслух, алгоритм действий предполагает, что мы сможем посчитать и посчитаем по протоколам, сколько людей не согласных с режимом. Вы не думаете, что я тут хочу пропустить эту тему, мы ее экранем, я просто вот гляжу комментары. Елена С. Я на мероприятие режима не хожу и не пойду. Мало кто пойдет на так называемый референдум, практически никто. Голосовать – это участвовать в преступлениях режима. Ну и так далее, так далее. Мы не предлагаем голосовать. И важно, мы осознаем это и говорим об этом белорусам. И нам нужно пояснять всем нам, кто в повестке, кто понимает происходящее, что выбор на референдуме Лукашенко будет по большому счету между Лукашенко и Лукашенко. Так, чтобы он остался у власти. Да? И узурпатор продолжал удерживать синими пальцами свою власть. И мы это понимаем. И мы не говорим о том, чтобы мы голосовали за какой-то из вариантов. Поставить галочку в одном из вариантов, какую бы конституцию сейчас не предложил Лукашенко, это преступление. Да, именно так я и трактую. Это означает поддержка нелегитимной власти. Добра, як дзейнічаць? Прыйшлі мы на участак, каб праявіць сваю незгоду, но мы хаваем візуальна гэтае праяўленне незгоду. Як? Вот что, як дзейнічаць? Знаете, я честно скажу, я считаю, что уже нужно говорить, что нужно делать на участках. Но давайте. У нас есть общая позиция. Нарешті. Не говорите, надо говорить с официальным запуском и согласованно. Я
полноценный партнер этой компании, и думаю, неправильно будет нарушить договоренности. Мы вернемся и проговорим, что мы делаем на участках. Ну вот и знову мы вертаемся до этого, что у нас есть план, но мы вам его не скажем. Выбиваем эфирное время у Змитера, чтобы потом еще раз прийти и рассказать. Что мы делаем, каким образом мы выражаем свое несогласие, да, мы предложим. Понятно, что есть много алгоритмов, что мы... Ну, чекайте, вот я сапраўды, мы собрались поговорить про формат удзела ў рэферэндуме. Да, и мы уже с вами говорили, что гэта рэферэндум, гэта злачынство и гэтак далей, гэтак далей. Ну, але вот что конкретно, вот як дзейнічаць? Вот, я думаю, что конец следующей недели мы запустим платформу, будем сразу обозначать, куда вступать, что делать, да. Мы готовим сейчас обновленный путь пользователя в онлайне, и готовим эти информационные материалы о том, что мы предлагаем делать. Думаю, в действительности сейчас, что это будет 2 недели, и мы обозначим это. По ряду причин мы не говорим сейчас, не потому что вот я тут флиртую и игриво говорю, что не скажу, позовите меня еще раз. Вы видите, да, что офис Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление, честные люди, Зубр, Голос пока не обозначают эту позицию. Не потому что ее нет, а потому что мы не хотим отдать заранее этот алгоритм действий сейчас, не запустив платформу, куда мы пригласим всех белорусов. Ну, вот. Вы заинтриговали. С одного боку, вы кажете, мы закликаем усіх прийти, с другого боку, мы попередживаем вас усіх, что где б вы галочку не поставили, птушечку там в этом бюллетене, за какой-либо вариант. За любой вариант вы соудельник злочинства. Да, именно так я говорю, да. И ты думаешь, и что робить? Я бесконечно рада, что все демократические силы сошлись на этой позиции, что мы не можем признавать референдум как какое-то вообще допустимое явление, что это путь Лукашенко. И более того, не только я, наверное, и многие из нас предполагают и осознают, что Лукашенко сделает этот финт. Он выйдет и скажет о том, что он услышал свой народ, и сейчас мы движемся к демократии. И, возможно, будет какой-то камин-аут с тем, что я ухожу, либо что-то действительно меняется, и вот вам конституция, которая новая, я предлагаю. Вот на эти манипуляции, на эти проволочки нельзя вестись. И я считаю важным для честных людей, для Зубра, Голоса и политических штабов говорить об этом белорусам, пояснять. Потому что в ситуации, когда Лукашенко выйдет и как бы начнет перемены эти, да, вот через конституционную реформу, думаю, что многие белорусы смутятся, действительно могут поверить. И вижу важной задачей нам пояснять о том, что в реальности выбора не будет. Лукашенко 2 варианта предложил, которые выгодны и удобны ему. И это ничего общего с конституционной реформой и реальными переменами не имеет. Поэтому, да, наша твердая позиция о том, что бы ни предложил Лукашенко на референдуме, это манипуляция, это обман, это преступление. Лукашенко нелегитимен. Да, поэтому такая жесткая риторика, наверное, идти и голосовать за один из вариантов Лукашенко, это преступление. Все ж таки некалькі удакладненняў. Першае, што рабіць уже нават не з карцінкай, якую пакажа прапагандысцкае тэлебачанне, а со скрынямі галасавання, якія вот нам покажуць і скажуць: вот глядзіце, колькі тут бюллетеней, вот сколько там всего. Угу. Дальше из этих бюллетеней, если комиссия действительно считает, такие комиссии наверняка будут. Вопрос, сколько их будет, да? Гэтым разом докладно уже не будет. Вот я сейчас хочу еще про избирательные комиссии тоже рассказать, потому что мы начинаем эту кампанию и общаться, и там кусочек вдохновения есть, я им тоже хочу поделиться с белорусами и с вами. Ну, давайте, хоть ковалочек, да, то на фоне этих вдохновения. И что произойдет с бюллетенями? Понятно, что это повальная фальсификация. Будут ли честные избирательные комиссии? Надеюсь, что будут. Будет их много? Наверняка единицы, а может быть и больше. Сейчас мы начали работать с членами избирательных комиссий уже. Мы знаем, что государство, режим Лукашенко испытывает проблемы с тем, чтобы собрать избирательные комиссии. То есть референдума дата еще не объявлена, а они уже собирают избирательные комиссии. Мы знаем, у нас есть информация инсайдерская о том, что будут сокращено количество людей в избирательных комиссиях. И сейчас честные люди начали эту кампанию и приглашают членов избирательных комиссий, кому уже навязывают, да, стать членом избирательных комиссий, писать нам с тем, чтобы стать
членом избирательной комиссии, но быть на стороне народа. То есть мы призываем сейчас не отказываться от участия в избирательных комиссиях тем, кому это предлагается. Более того, если вы знаете, что вашим родным и близким, учителям, это в большинстве случаев, да, предлагают стать членами избирательных комиссий, то говорите о том, чтобы они шли туда. И просто сотрудничали, будем говорить так, со стороной света, да, с демократическими силами. Алена, вы ж разумееце, што у дадзеным выпадку вот так вот даводзячы людзей, вы альбо ставіце іх сітуацыю, калі яны альбо вымушаныя будуць стаць саўдзельнікамі фальсіфікацый, альбо фактычна стаць смертнікамі, умоўна кажучы. Таму што ну вот один чалавек, там два, хай сабе там на камісію, больш наўрад ці таких вот знойдзецца, і ён скажа: я супраць, ну можа быть адразу, а можа праз пару дзён за ім абавязкова прыйдуць, бо будуць помсціць усім, хто што-небудзь супраць сказаў. Первое, я призываю к осознанности этих людей. То, что за ним могут прийти, да, я убеждена, и мы общаемся сейчас в директе, в личных сообщениях с теми членами избирательных комиссий, которые уже к нам обратились. Они, ну вот, да, тот пул людей, которые уже пришли, да, кого приглашают в комиссии, наша задача пояснить эти риски в том числе. Понимают ли люди, что за ними могут прийти? Да, понимают. За 1,5 года в Беларуси нет ни у кого иллюзии, что кого-то могут щадить и оборонять. При этом готовы ли вы стать соучастником преступления? И другой вопрос, что будет с вами, если вы останетесь в избирательных комиссиях? Когда весь город ваш, или там, ну, большой, маленький, будет знать, что вы и есть фальсификатор. Людей, которых не согласны с режимом, но не могут сейчас обозначить свое несогласие вслух, довольно много. Но тех, не согласны, не довольно много, или там много абсолютно, и быть на платформе нашей, вывешенной с фотографиями, как соучастник преступления, думаю, что это, ну, такой элемент давления, наверное, является. И тут уже выбор каждого отдельного человека. Что произойдет, когда они станут членами избирательных комиссий? Мы знаем по опыту 2020 года, происходят репетиции. И это для нас важный момент. Узнавать, что происходит внутри, и прислать эту информацию. Да, мы этого добиваемся, мы хотим, чтобы члены избирательных комиссий соглашались и сотрудничали с нами, чтобы они рассказывали реальную информацию еще до дня референдума. Так происходит, к ним приходят установки, как им нужно будет читать и что делать на этом. Риски, которые ложатся на тех людей, готовых действовать ради перемен, не знаю, демократии, какой-то свободы Беларуси, это риски, которые, ну, мы можем помогать бороться с ними, но осознать должен каждый белорус. Придут за ним на завтра после референдума, либо в этот день. Возможно, что мы можем делать? Можем помогать предвидеть, обходить эти последствия, и этим мы занимаемся сейчас. Другая тема. Я вот так логично просто слухаючы вас, можа я тут ненаўмысна раскрыю ваши планы и тайны, але тым не менш, вот мне падаецца, что вы будете рабіць акцент на нейкім там рэгістрацыі, там ці скажем там запаўненні анкет, ну карацей кажучы, праз інтэрнет, праз нейкія платформы, каб людзі выказваліся, ну і даказвалі там, скажем, ну ці скажем так, дэманстравалі сваё стаўленне і сваё, як яны там ставяцца да гэтага рэферэндума. Мы уже праходзілі гэта, а зараз рэпетыцыі гэтага ідуць пастаянна, што усе гэтыя платформы, увесь інтэрнет можа быць адключаны, заблакаваны і гэтак далей, гэтак далей. Людзі просто не будуць мець магчымасці, там скажем, вось по выходе там с этой кабинки нечто там запостить, еще что-нибудь. Пришлют позже и дадут информацию позже. Также было не то, что мы за год научились, так было с начала активных действий, с президентских выборов. Заблокировали интернет. При этом нам не помешало это собрать реальную информацию от людей. Включили интернет, и люди прислали то, что они хотели прислать. Нужно ли доводить людей до какого-то состояния стресса, что это решающий день, когда, скорее всего, отключат интернет, ну да, будут эти препятствия. То есть у нас нет ожиданий того, что Лукашенко позволит нам гладко, мягко, не знаю, зарегистрировать независимых членов избирательных комиссий, наблюдателей, отфотографировать все и отправить. Однозначно будут препятствия, и будет жестче препятствия. Полагаю, что может доходить до абсурда с забиранием телефонов, ограничением количества людей на участках. Да, мы это понимаем, все таки есть. Я бы не хотела
чтобы я лично, либо там кто-то, вот представители демократических сил, как мы называем, звучали так наивно, а может быть лозунгово или публицистично, не знаю, о том, что приходи на участок, и мы победим. Нет такой зависимости, нет такой волшебной пилюли. Можем ли мы позволить себе игнорировать это событие? Думаю, что не можем. Не должны. Мне кажется, это не та позиция. Находиться дома и ожидать, что перемены могут произойти без нашего участия, вот это, мне кажется, наивностью. Без нашего участия, без участия белорусов не произойдут никакие перемены. Нужно ли нам самим увидеть и понять, что нас много, что мы приходим на участки, что мы готовы делать что-то, потому что страх давит на людей бесконечно, люди теряют веру в то, что могут произойти перемены. Можно ли уйти от этой тенденции, вселяющегося во всех страха, без каких-то действий? Я думаю, что нельзя. Поэтому, да, моя позиция такая активная. Приходить на участки надо, не верить тому, что это имеет референдум, что это общее с конституционной реформой, критично осознать это не конституционная реформа, референдум — это преступление, Лукашенко преступник, как так к этому нужно относиться. Тем не менее, наверное, вообще прямо скажу, да, я против бойкота. Мне совсем непонятно, что преследуют сторонники бойкота, какие-то телеграм-каналы даже очень дерзко высказывались на этот счет. Я подумала, вот хорошо, что это не приходится говорить политикам, или мне не приходится говорить. Кто-то вслух осуждает, я на самом деле тоже осуждаю эту позицию. Мне непонятно, к чему может привести бойкот. К тому, что мы все сидим дома, и Лукашенко сфальсифицирует. Он нарисует явку, он сделает референдум. Здесь вопрос, хотим ли мы обозначить, что мы не согласны, что мы понимаем, что это все обман, ложь и преступление, либо нет. Либо мы даем спокойно Лукашенко рисовать картинку, мы даем спокойно ему утверждать, что, смотрите, реально протест сдулся, реально все согласны. За 1,5 года все осознали, что где ваши сбежавшие, уехавшие, вот все спокойно, цветет, процветает, пахнет. И вот к этому приведет бойкот. Я думаю, что гэта яны скажуць у любым выпадку, пойдуць людзі ці не пойдуць, мы должны препятствовать. Я не ведаеце, ўсё ж таки я, можа, там панабраўся ад свайго калегі сувядучага філосафа Гарунова всяких філасофскіх штучак. Філосаф старажытны сказаў: нельга в одну раку увайсці двойчы. Вы зараз кажаце фактычна пра пратэстнае галасаванне, то есть марыце паўтарыць жнівень 2020 года, але ці можна двойчы-то? Не считаю, что это будет повтор 2020 года по масштабам или настроению. Не думаю так. Нужно ли нам при этом действовать и стремиться к тому, чтобы ускорить эту победу над режимом Лукашенко? Нужно. Если такие провокационные вопросы, то в ответ такой вопрос тоже. А если не делать, то что? Чем заниматься тогда? Смириться с тем, что мы будем жить с Лукашенко? Вот эта позиция бойкотчиков или, не знаю, тех людей, которые потеряли веру. Допустить то, чтобы все остальные белорусы, кто сейчас в действительности ждет каких-то общих решений, объединенной позиции, этой солидарности, этой консолидации, у кого красная линия с тем, чтобы терпеть насилие, унижение, сказать им: потерпим сколько? До следующих выборов. Так чтобы к следующим выборам что-то происходило, нужно, наверное, сейчас действовать. До наступных выбораў яны просто ў Канстытуцыі скасуюць ввогуле гэты артыкул, норму, и все. Зачем эти выборы? И так все единогласно. И поэтому сейчас я обозначаю, что это большая кампания, референдум критична для участия белорусов. Иначе и ждать выборов не придется. Потому что Лукашенко провернет свои махинации незамеченно не для белорусов внутри страны, которые сомневаются в том, а действительно ли много нас еще. Да, такие тоже есть. И если сегодня есть активные протестное настроение у людей, участие в Беларуси, да, и смельчаков, которые действуют открыто, возможно, и, возможно, даже осуждают, да, что там идти на участки, зачем? Мы так и знаем, что нас много. Есть люди, которые сомневаются, которые теряют веру. И для них тоже важно, чтобы мы вышли с общей позиции. Не только земсилы, белорусы внутри страны. Мы можем соглашаться с одним планом, не соглашаться с другим, с третьим, четвертым, пятым. Их может быть 25 гениальных идей. И, на мой взгляд, должна быть одна идея.
то, что получилось сделать в 2020 году, понятно, что это несоизмеримо. Там были кандидаты. Получилось объединиться вокруг одной позиции. Не все люди хотели, чтобы Тихановская была президентом, но все люди хотели, чтобы Лукашенко не оставался у власти. Соглашались ли мы с тем, что Тихановская будет президентом? Не соглашались. Мы обозначили для себя путь. Мы будем голосовать за Тихановскую как человека, лидера, который нас уведет от диктатуры. И это не был выбор, кто лучший из кандидатов. Это было протестное голосование в действительности. Поэтому сейчас, когда мы начинаем дискутировать, и внутри, я знаю, это бурная дискуссия, много неравнодушных белорусов, которые принимают, не принимают эту позицию. Я бы попросила подумать об этом с такой стороны. Нужно иметь одну позицию, либо внутри раздрай и раздор устраивать, а нужно, либо не нужно делать. Думаю, что самое время вот это же вообще такая линия, да, 2021 года. Демократические силы, политические штабы должны объединиться, когда уже у вас будет общая позиция. Ну, много об этом говорят, да, о консолидированной позиции. И точно такое же должно произойти внутри страны. Объединиться вокруг одного действия, вокруг одного плана. Это гораздо лучше, чем пытаться перетаскивать это одеяло на себя. Я считаю, что нужно идти рвать бюллетени, а я считаю, что нужно идти сидеть дома, а я считаю, что нужно голосовать за Конституцию, либо что-то еще. Если мы вместе осознали о том, что это Лукашенко совершает преступление очередное, то мы должны вместе договориться об общей позиции. И в этом есть задача. И задача не только Лены Живоглот, либо Светланы Тихановской, Павла Тушка, говорящих на интервью. Задача каждого белоруса внутри страны распространять информацию. Сейчас это критично. Отличие от 2020 года колоссальное в том, что в 2020 году, кроме того, что были независимые СМИ, телеграм-каналы, и вот все репрессии не произошли, люди говорили об этом. У подъездов, на скамейках просто распространяли информацию. А сейчас в этом есть проблема. Ну что ж, засталося дачакацца таго, каб нам ўсё ж таки давялі, як дзейнічаць канкрэтна пасля таго ці падчас таго, як мы все прыйдзем на выбарчыя участкі, як нас по выніку можна будзе адрозніць прыхільніка пераменаў ад ябацькі. Ну, я спадзяюся, на наступным тыдні ці праз тыдзень, але мы сустрэнемся яшчэ раз і ці з вами, ці з Латушкам, ці яшчэ з кім-небудзь, і раскрыем усе карты на стол, как говорят у американских вестернах. Дякую вялікі. Алена Живоглот, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас о 15 гадзіне по Мінску ці о 14. Зараз проверу, але у нас будзе цікавы суразмоўца, культуролог, спадар Мажэйка, з якім мы паговорым про тое, маральна ці амаральна не спачуваць тым нелегалам, якія скапіліся на польска-беларускай і польска-літоўска-беларускай мяжы.